Всем доброго времени суток, меня зовут Станислав Рафиков, я являюсь исполнительным директором компании Арендович. Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно общаться с собственником жилья. Итак, вы уже выбрали подходящую вам квартиру, либо комнату, встретились с собственником и проверили все документы, и уже готовы въехать в свое новое жилье, но осталось еще несколько важных моментов. Вам необходимо установить с собственником более дружеские, неформальные отношения, если к тому располагает ситуация. Вы будете жить в квартире собственника, и совершенно естественно, что вам необходимо знать друг о друге как можно больше. Не стесняйтесь рассказывать о себе, задавать вопросы о жилье, рассказывать о своих планах, которые связаны именно с этой квартирой. Мы переходим к самому главному – это торг с собственником относительно цены за аренду квартиры. Работая профессионально на рынке аренды жилья, мы можем утверждать, что практически любой собственник готов сбавить цену. Любой хозяин квартиры заинтересован в том, чтобы с квартирой все было в порядке, чтобы ремонт остался в том же состоянии, все двери, плинтусы, мебель и техника остались в технической исправности. Именно поэтому мы рекомендуем вам обязательно поднять этот вопрос перед заключением договора. Финансовый вопрос – это один из определяющих вопросов при съеме жилья. Арендная плата, как правило, включает в себя: первое – непосредственно плату за аренду, второе – оплата по счетчикам, третье – оплата коммунальных услуг. Пункты номер 2 и 3 – это первое, о чем стоит проговорить с собственником. Когда вы будете определять цену, которую вам необходимо будет выплачивать полгода, год, в зависимости от срока действия договора. Постарайтесь донести до собственника, что оплата по счетчикам и оплата коммунальных услуг на данный момент вам не по карману, но в будущем вам обязательно у вас появится такая возможность, и вы сможете все оплачивать. Обязательно стоит упомянуть, что вы являетесь платежеспособным арендатором, который будет содержать квартиру в чистоте и порядке, потому что вы ориентированы на долгосрочные взаимоприятные отношения с собственником. Если собственник не согласен с этим положением, потребуйте разделить оплату счетчиков и коммунальных услуг поровну между вами и собственником. Если вы все сделали правильно, произвели хорошее впечатление, рассказали о себе, о своей семье, о планах, о перспективах на будущее, собственник будет вам доверять и непременно сбавит итоговую стоимость арендной квартиры. Последнее, о чем сказать хотел бы я, это торг по первому пункту, то есть по аренде квартиры. Не стесняйтесь приводить аргументы в пользу своей позиции. Объясняйте, что ваше уменьшение арендной платы на 2000 рублей будут для вас определяющими. Все мы люди, и все мы можем идти навстречу. Данный случай – это не исключение, ведь именно с вами собственник может быть спокоен за свою квартиру. Если вы будете использовать все инструменты, которые мы вам сегодня продемонстрировали, у вас обязательно получится. Еще раз напомню, что перед торгом очень важно произвести хорошее впечатление на собственника. Нужно выглядеть презентабельно, быть в хорошем настроении, быть платежеспособным арендатором, грамотно рассказать о себе, своей работе, о том, чем вы занимаетесь. Помните, что инициатива всегда должна быть за вами. С вами был Станислав Рафиков, исполнительный директор компании Арендович. Спасибо за внимание и удачного заселения.